Всем привет! С вами, как обычно, Кав. И сегодня мы вот в таком замечательном месте. Это Покровский тракт, ну, Чернышевского получается, да, Покровский тракт. Напротив заправки находимся. Тут я пока ехал, ни одного велосипедиста не увидел. И в целом хотелось бы поговорить о некоторых магазинах, которые открылись просто для того, чтобы существовать. То есть у них основное направление это не магазин, а какое-то другое. То есть это золотодобыча, там бриллианты, какие-то ископаемые. И у них, так как деньги есть, они открывают у нас в городе Якутске магазины. И вот один из таких магазинов это Yamaha Center, в котором располагается продажа снегоходов, всяких вот таких лодок, которые обычные люди, соответственно, не могут себе позволить, но это для удобства, как говорится, своих людей. И вот, получается, мы видим через стекло некоторые велосипеды. В принципе, потенциал магазина очень огромный, так как он находится на Покровском тракте. Что по Якутску, по направлениям, то западной части это Вилийский тракт, там Сопки, Чучурмуран, спецфабрика. Вот с северной части тоже близко Ючхатын и тоже тот же Хатын-Урях, Намский, Сопки и так далее. С юга у нас Покровский тракт, далее идет пост ГАИ, Хатасы, Качели, там всякие Табагинский мыс и так далее. Ну, получается, можно развернуться в плане велотуризма, велопокатушек. Основное направление с юга, мне кажется, это гревельное направление. То есть магазин, по идее, должен развивать именно гревелы, продавать. С точки зрения благоприятности для велосипедистов, этот магазин крайне неблагоприятен в том плане, что он находится крайне далеко от центра города. То есть это Покровский тракт. Чтобы добраться до этого магазина вдоль улицы Чернышевского, нужно очень сильно постараться, потому что тут куча грязи. Тротуар хоть и делают, но он всегда убивается. Тут еще куча, вот заправка, получается, есть мойка для машин. И даже летом, когда вот вы ездите по дороге, ну, по тротуарам, там автомойка, она всю свою воду сливает на дорогу, и эта дорога вдоль, получается, улицы уходит туда, в сторону, и все равно круглый год тут стоит грязь, лужи, вода, и ничего с этим не делается. Сюда можно заехать благоприятно только на автомобиле. И заезжают сюда в основном люди, которые живут на Покровском тракте и там далее, в общем. То есть это направление, это Иланка, Покровск, Максоголох. Ну, такие около туристические направления, около гревельные. Реклама среди велосипедистов тоже не особо шибко развита. Ну, по понятным причинам, которые я ранее озвучил. И давайте зайдем в этот магазин, посмотрим, что там есть. Может быть, даже консультанты есть грамотные, а может и нет. Тут очень богатый магазин. Раньше магазин находился на втором этаже, но сейчас они сделали специальный велоотдел, специальный отсек с левой стороны торгового зала. Здравствуйте! 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 Меня зовут Илья, вы сейчас находитесь в торгово-выставочном центре Yamaha. В данный момент мы сейчас в велоотделе, то есть где у нас выставлена, ну не вся, не полная линейка, но что-то выставлено. И также велоаксессуары. Можете пройти, посмотреть. А вот уже завоз был 2024 года? Нет, свежего завоза еще не было, у нас хорошие остатки пока по прошлому году, ну и, соответственно, прошлогодняя цена, как бы сейчас на это делается упор. В этом году пока, получается, ничего ждем, из велосипедов? сейчас после переправы как бы будет завоз. По запчастям, по смазкам ничего не было? Пока нет, пока нет. Пока не завозили в связи с тем, что сейчас велосезон только открывается, а у нас как бы хорошие остатки, поэтому пока есть чем торговать. Сейчас все выставлено, что есть. Хорошо, ну давайте посмотрим велосипеды. Да, конечно. Сразу на входе нас встречают детские велосипеды, и
Вот такой вот электросамокат. Вообще электросамокаты у нас сейчас, конечно, набирают немного популярность, но нужно отметить, что это больше такая вот центральная направленность. Это Питер, там Москва, где хороший асфальт. Мы тут наблюдаем же то, что амортизаторов особо нету, и ездить по нашим тротуарам, вот этим плиткам будет крайне неудобно. Я, кстати, разговаривал с одним человеком, который на электросамокате ездит, и он говорит, да, то есть если покупать электросамокат, то нужно, чтобы он был двухподвесным, а он, соответственно, стоит намного дороже и в таких обычных магазинах не продается. Ну и вот у нас детские велосипеды. Сначала по велосипедам, да, пройдемся. Детской направленности велосипеды. Напротив идут уже городские такие фирмы Parma. Parma это, видимо, изначально в магазине были представлены Stark и Welt, позже появился. И не все, видимо, могли позволить себе по бюджету велосипеды. И поэтому купили, ну, для клиентов, получается, начали завозить такие фирмы, как Forward и Parma. Это довольно-таки бюджетные велосипеды должны были быть, но стоимость, конечно, у них не очень бюджетная. 29 тысяч за такой городской велосипед, который еще и является сингл-спидом и Forward. Так, нас встречает вот такой столик, на котором можно поговорить, пообщаться насчет цены, может договориться пониже, чтобы уступили цену. Вот получается место для консультанта, кресло фирмы Stealth, и вот жена с мужем могут тут разместиться. Детские велосипеды. Тут я посмотрел на верхнюю трубу, которая разделяется на две части, и у меня пробежала ностальгическая слеза, вспоминая свои детские велосипеды. Но это уже не то, что было в детстве. Сейчас уже модны другие велосипеды, другой направленности, даже с детства. То есть если мы смотрим на сноуборд, горные лыжи, то там дети прямо с 3-4 лет начинают жестко там финтовать, крутить, всякие трюки делать. Ну и, соответственно, уровень мастерства детей с каждым годом, с каждым поколением растет. И детям все же необходимо покупать вот велосипеды скоростные, то есть где есть скорости, где они могут сами регулировать, где быстро ехать, где медленно. Также у нас BMX есть. Это такие фирма Madness. Я первый раз слышу про эту фирму. Ну, стоимость у них плюс-минус такая же, как у фирмовых. Это Stark, да, Stark Madness. Ну да, цена плюс-минус такая же, как в других магазинах. Тут у нас в комментариях, кстати, спрашивали насчет BMX-ов, типа, вы будете обзоры делать именно BMX-ов, но, скорее всего, нет. Мы можем снять отдельный сюжет про BMX-еров, но это немного позже, когда все это растает. Так, видим тут форварды. Кстати, по наличию вот таких вот велосипедов, форвард, на них больше всего специализировался магазин «Прогресс». Но я сейчас наблюдаю, что разнообразие вот этих велосипедов в этом магазине больше. По ценовой политике, конечно, вопросики возникают, так как я вижу цены типа 36, там 39 тысяч. Это не очень народные цены, но выбор как бы тут намного выше. Справедливости ради, если отметить. Вот такой велосипед. Это круизер. Рекстер будет очень рад наблюдать на этот велосипед. Может быть, когда у него будет жена, захочет купить его, если велосипед останется еще в этом магазине. Далее идет Forward Apache. Таких велосипедов пока что нету. По-моему, нету их, да, в прогрессе. Или есть. Можете обзор посмотреть, который от магазина Прогресс, который выйдет или вышел уже на канале у нас. Так,
Forward Apache. Это сейчас золотой стандарт у компании Forward. То есть это как, допустим, куб AIM. У кубов есть линейка AIM для начинающих велосипедистов и тех, кто хочет просто кататься. Вот у нас и есть Apache. То есть Apache, он в разных модификациях есть. Есть как на ободных, так и на дисковых тормозах. Мы тут видим, как консультант сказал, что очень много у них велосипедов, так как по такой цене, видимо, их никто не хочет покупать. Напротив мы видим велты. Также велтов очень много. Есть риджи, я наблюдаю Рокфеллы, пики, флокси, сверху Старк. То есть велосипеды прошлых годов, которые, по идее, должны были уже вообще, ну, плохо, когда у магазина остаются велосипеды прошлого года. Как комментариев у меня тут, как говорится, нет. Форвард городской направленности. Вот эти велосипеды, раньше они такой направленности, да, велосипеды были модны в советское время. Это такой вот около туринг, около такой для асфальтной местности. Может быть, для дач раньше хороший вариант был, но с развитием технологий горные велосипеды все же более в тренде. И вот Старки у нас. Старк на пружинно-масляной вилке, несварная, 42 тысячи. Навеска у нас какая? Shimano. Но Shimano какой-то очень-очень простой. Ну, микрошифт, монетка. Hunter 27,2. В принципе, в сравнении с форвардом, который ровно так же примерно стоит, Старк будет наиболее выгодным вариантом в данном случае. То есть цена, политика тут у форвардов и Старков плюс-минус одинаковая в этом магазине. Поэтому, если вдруг захотите резко купить велосипед, берите все-таки Старк. Вот то, о чем мы говорили. Вроде бы первый, единственный гревел, который я тут увидел, это Старк. Старк называется Gravel 700.1. Тут у нас покрышки, они городские, слики дождевые. Давайте немножко выставим велосипед, посмотрим, какая у него навеска. Навеска горная, Shimano Tourney. Очень маленькая кассета, 11/28, сзади трещотка на 7 скоростей. Спереди двойник 53/39, скорее всего. Слишком большая кассета, слишком большие звезды спереди, слишком маленькая сзади, еще и на трещотке. Это бюджетный, получается, гревел. Самый-самый бюджетный, который может быть. Тут у нас подшипники на шариках, механические тормоза. Стоимость этого велосипеда пока что неизвестна, но боюсь даже спрашивать. Также мы видим тут шоссейник, также без цены. Старк Пилотон. Это популярная модель у Старков. В Якутске таких Старков было очень много. Так как не все не имеют возможности заказать велосипед с интернета, то иногда приходилось его покупать в местных магазинах. Тут все обычное. Раньше были разные линейки, в том числе Claris стоял. Но тут опять-таки трещотка 11/28 Tourney. Спереди очень большая звезда на 53 зуба. Так, и переходим далее. Тут у нас очень крутейший просто двухподвес. Старк
с вилкой SR Suntarg SM30. Стандартная обычная вилка, то есть обычно, ну раньше, когда хорошие времена были и курс доллара был не таким высоким, эту вилку, ну велосипеды с такой вилкой просто брали, а потом спустя там некоторое время эту вилку выкидывали и ставили какую-нибудь более нормальную вилку. Но сейчас, с учетом нынешнего курса и вообще в целом того, что все дорожает, такие вилки уже люди как-то берегут, стараются время от времени делать техобслуживание, сдавать велосипеды мастерам, чтобы они хотя бы там 1-2 раза в год все-таки делали техобслуживание. Сзади у нас китайский амортизатор неизвестной фирмы, низкого качества, но все-таки хоть что-то, лучше что-то, чем ничего. Цена на этот велосипед, чтобы не шокировать народ, также не указано. То есть необходимо обращаться к консультанту. Кстати, мне нравятся вот именно стойки, как они сделаны. То есть это такая конструкция с крючками, и велосипеды можно вешать. В принципе, такую конструкцию можно было бы себе изготовить где-нибудь в гараже. Там, допустим, если вы в частном доме живете, и у вас там, ну, велосипедов 5. У велосипедиста вообще Якутска, ну и вообще не только Якутска, несколько велосипедов всегда. Это горный, допустим, повседневный, шоссейный, гревельный, там иногда фатбайк. Есть вообще такая вещь, то что идеальное количество велосипедов – это то количество велосипедов плюс 1. То есть, когда вы плюс 1 сделаете, снова плюс 1 появится. Вот. Старки более бюджетные, на сварных вилках и с, получается, да, все очень низкого качества пока что. Ну и цена, соответственно, ниже должна быть. 42 тысячи. Нет, это вот этот велосипед 42, а вот эти низкого качества велосипед 36. Всего лишь на 6 тысяч разница, но мы видим кардинальную разницу в качестве исполнения. Это и комплектующие, и по вилке тоже, и по раме, по-моему, тоже разница. Тут снизу стоят тоже начальные велосипеды для девушек и подростков. Кроме того, мы видим складной велосипед Stark, типа под военный. Раньше в Германии военные велосипеды такие были. Так, идем дальше. Также всякие разные велосипеды, разные комплектации, цены 28. Он, кстати, дешевле. По-моему, ровно такой же велосипед там был 36, а тут 28. Видимо, это старого года, а там нового. Или не знаю. В общем, что-то странное происходит с ценами в этом магазине. Можете в комментариях оставлять свои мнения, догадки, что тут происходит. Stark. Удивительно, что они в женских велосипедах делают конический велосипед. Ну, велосипеды такие, они как бы редкость в Якутске. Не каждый магазин может позволить себе покупку таких богатых велосипедов в город Якутск. Но в целом это, наверное, самый дорогой веломагазин в Якутске. Другие магазины, да, такого не могут себе позволить. Велты Рокфелл 1.0 Рич. Что еще удивительно, что тут велосипеды очень сильно перемешаны. То есть они рандомно в разных местах стоят. Мужские, женские, подростковые, детские BMX абсолютно в разных местах. Поэтому если вы придете в магазин, то придется, ну, у вас может голова даже заболеть от того, что везде все перемешано. И даже, мне кажется, консультанты могут испытывать какие-то проблемы или неудобства из-за этого. Ну, либо перевешивать все это дело тоже может занимает некоторое время, когда как
В другом отделе мы продаем очень дорогую технику, снегоходы там и так далее. И приоритет все-таки на тот отдел, а этот просто для красоты. Так, мы видим тут городской велосипед, женский, Welt Hardway, 58 тысяч. То есть за такую цену, по идее, можно было бы купить велосипед на воздушной вилке в других магазинах. Зато у него есть крылья. По-моему, ровно такой же велосипед был в Пятой империи, но мы, к сожалению, цену не запомнили, либо мы ее вообще не смотрели. Так, ну по велосипедам вроде бы все. Сверху мы видим надувные лодки. Я проходил мимо покрышек. Если вы крутой велосипедист и меняете покрышки каждый раз, то выбор покрышек у вас должен быть все-таки. Удивительно, что тут цены не указаны ни на какие покрышки. Обычно это делается либо в китайских магазинах, либо в каких-нибудь фруктовых магазинах. Ну, как это называется? Ну, фрукты, овощи же по городу расставлены. Там иногда тоже цены не указаны. И тут мы также видим вот эту тенденцию, что цены не указаны почему-то. Так, ну, вообще покрышки фирмы Michelin — это очень популярная фирма, и покрышки для грязи норм. Ну, типа, можно использовать, но не для всей грязи, и тут хорошо бы иметь какую-то, ну, типа керхера, да, чтобы мыть вот эти покрышки потом после катки. Но керхером можно будет мыть только покрышки, а весь велосипед керхером абсолютно не рекомендуется мыть, потому что вода с большим напором попадает во все резинки, потом ржавеет, и такой велосипед вскоре не ремонтопригоден становится. В отличие, если бы вообще ничего не делали. Тут мы видим покрышки для BMX. Вот куда надо BMXеров отправлять, маленькие. Либо для детей, так, 24-е. Так, тут уже есть шоссейные различные покрышки. Жаль, цены опять-таки не указано. Уже пошире. Типа для циклокроссов и гревелов, но дождевые слики. Также МТБ. Покрышка лысая, но цены не указано. Кроме того, есть самые-самые дешевые колеса, которые можно купить в этом городе, также без цены. Ну, ровно такие же, кстати, колеса можно купить и в Прогрессе, и в Тандеме. Проблем с этим нету. То есть, если вы хотите именно вот такие первоначальные китайские колеса, ну, чисто, чтобы доехать до дома. Так, и у нас тут велосипедные аксессуары, запчасти, бутылочки. Бутылочки у нас без цены. Зато на педали есть цена. Так, педали Фемин 2100. Тут есть промподшипник, хромолевая ось. Ну, в принципе, норм, да. Можно брать, если он действительно на промышленных подшипниках. Вот эти синие явно не на промах, и, соответственно, они стоят дешевле. Педали есть различные. Вот 5700. Это у нас... Да, это МТБ педали под контактные ботинки. Даже такое есть. Система правил 5700. Цена, конечно, такая вот не демократичная, но что делать, если вы хотите прямо здесь и сейчас. Педали BBB 1600. Не, ну в принципе педали можно разные всегда покупать, вот на любой бюджет. Вот допустим, за 1250. Они прозрачные. Если вы хотите собрать какой-нибудь гламурный велосипед, то такие прозрачные педали и за такую цену, мне кажется, это прикольно.
Плохо, что они на обычных подшипниках. Если бы они были на промподшипниках, то цены бы этим педалям не было, но и цена, соответственно, была, ну, за которую вы могли бы купить эти педали, потратиться это, допустим, 2200. Ну, как бы, да, прикольные педали. Я бы рассмотрел их по покупке, если бы они были на промах. Также у нас есть, получается, единственный магазин, в котором продают сразу комплект. Это руль, подсидел, ручки и так далее. Вот, фирмы Венза. Такая фирма продавалась, ну, вообще по этой фирме это фирма Венза, она поставщик форвардов, и она была в прогрессе. Но именно вот такие комплекты они не осмелились продавать, потому что говорили то, что это дорого. Весь комплект стоит 6750. Золотой. Ну, я видел в городе вообще людей, которые с такими же комплектующими катают, но это в основном школьники. Откуда у них деньги на такие вещи, я не знаю, не представляю. Также по отдельности подсиделы. Курсы доллара с каждым годом растут, и если раньше такие цены вас шокировали, то с каждым годом они уже становятся более-менее как-то нормальными. Вилка Сунтар обычная 8000. То есть, в принципе, за такую сумму можно купить с легкостью такую же 26-ю вилку, только воздушную. Ну, я вот в другом видео говорил то, что ту же Recon можно за 5-6 тысяч купить бэушную с... Ну, естественно, да, новые комплектующие, новые запчасти, они всегда дороже. Подставка для велосипеда на заднем фоне. Выносы. Также у нас рули, всякие ручки, рога, обмотки для руля фирмы BBB. Вот такие вот белые грипсы, они, конечно, может быть, кому-то покажут прикольными, каким-нибудь девушкам, которые хотят белый велосипед, но они спустя очень быстрое время либо загрязняются полностью черные, либо желтыми становятся. Белый цвет, он желтеет со временем. Даже если вы особо грязными руками не трогали его. Так, грипсы у нас BMX-овские также есть. И рули BMX-овские. Если вы BMXер, вы знаете, куда обращаться. Вот эти вот фирмы BBB, по-моему, такие грипсы делали. И, возможно, это тоже фирма BBB. Кожаные грипсы. А, нет, это кожзам. Но все равно смотрится прикольно. У BBB были такие кожаные. И они стоили, кстати, дороже. Ну, за кожзам 550 рублей, почему бы и нет, да? Якорь за 1300 рублей с крышечкой. Цена крайне не демократичная. В тандеме можно купить в миллион раз дешевле. Но это просто якорь с крышечкой, то есть стандартный. Ничего в этом, как бы, техническую функцию он не выполняет, поэтому покупать дорого я не вижу смысла. Так, покрышка, Май-член, литион, фолдинг 5000. 5000. Ну, за фолдинг, в принципе, да, цена может быть оправдана. Багажники. Вот что тут есть. Петухи на различные велосипеды. Скорее всего, те, которые продают тут. Задний переключатель фирмы Epoch. Кстати, на одном велосипеде, на котором у меня был, присутствовал вот данный переключатель. Он очень такой, не очень надежный и плохо переключает. Ну и настраивается он крайне ненастраиваемый. То есть никому бы не советовал его брать. Также Tournai, Altus. Ну, если вы покупаете вообще задний переключатель взамен другого, то покупайте минимум Altus, потому что Tournai, он все же имеет свойство ломаться, а вот Altus, он намного лучше.
Люди просто бывало то, что люди брали турней взамен другого турнея, и потом он у них пополам ломался в первую же покатушку. Вам это надо? Я думаю, нет. Передний переключатель. Их очень много тут. И как бы передний переключатель вообще решение в последние годы не очень такое хорошее. Ну, постепенно надо избавляться от передних переключателей в плане того, что завозить пару моделей передних переключателей, чтобы, если вдруг что, можно было купить его, а чтобы было большое разнообразие передних переключателей, такого как бы, я думаю, не следует делать. Ну, хорошо то, что тут есть монетки, и вообще в целом я вижу такие вещи, как SLX. По цене, конечно, я не могу вам сказать, что это дешево. Так, перчатки, наборы. Подсидела фирмы BBB. BBB вообще хорошая фирма, да, у них инструменты также классные. Так, тут втулка под фатбайк. Это надо смотреть, какой ширины. И также втулка задняя. Плохо то, что они не указывают ширину вот этих втулок. То есть, допустим, нижняя втулка, она может быть и 135, может быть и 141, и всякое разное. Они не указывают. Даже если кто-то захочет купить, он обязательно подойдет к консультанту, спрашивает, что это за ширина. Консультант пойдет к компу, и там полчаса будет. Ну, это, в общем, потеря времени. Можно просто ручкой подписать, какая ширина, и все. Как бы это сэкономит очень много времени. Такие даже вещи есть, как сальники и каретки. Octolink 3300. Каретка Well BB73 и на 68. Ну, вообще, в целом, каретка тоже нужная вещь, и мне она в данный момент нужна. Но за 1000 рублей... Не, ну, в принципе, кому срочно нужно купить, могут, да, взять. Я взял бы там в другом магазине каретку, потому что у меня сейчас особой потребности в этом нету. И каретки вообще такие рублей 800, наверное, стоят. Так, цепь 450, односкоростная. Цена хорошая за цепь фирмы КМС. Но если мы смотрим на многоскоростные, то цена уже запредельная становится. Так, кассеты. Цены на кассеты, конечно, нормальные. Ну, в плане того, что фирмы BBB кассеты так и стоят, в принципе. И удивляться тут ничего не стоит. Так, звоночки, зеркала. О, Маниту, ты тут? Ты читаешь, да, этот комментарий? Слышишь, точнее, мой комментарий? Можешь отписаться в комментарии, да? Так, ротора. Ротора есть разные. Кому нужно было 203 ротор, либо 160, 180 даже есть. Разные ротора. И даже гидравлические тормоза есть. Кстати, я знаю, кому нужны были крылья в ближайшее время. Так, тут 16, 20 и 24. Не, ему нужно было на Gravel. А, вот, крылья. Так. Цены. Где цены? Комплект крыльев 26, 24, 26. Ну да, это 26 в основном. Камеры. Камеры разные фирмы Innova. Цена немного выше, чем в других магазинах. Но хорошо, что есть. Колодки. Колодки также крайняя необходимость.
О, и по колодкам для механических тормозов тоже довольно-таки большое разнообразие. В целом, конечно, хорошо то, что этот магазин есть. Если у вас вдруг что-то случилось и необходимо срочно купить запчасть, то Yamaha Центр приветствует вас. Фляги и флягодержатели, задние габаритки различных ценовых позиций. За 700 рублей такой фонарик, конечно, дорого. Так. Крылышки вот такие. Ну, это для, получается, нижней трубы передней. Есть также по отдельности крылья. Ну, интересные вещи, конечно. Седла фирм Zevs. Первый раз, кстати, слышу про эту фирму. Но как бы разные форм-факторы есть. И это прикольно. Вот чехлы только, правда, широкие почему-то. Не под эти седла. Монтажки пластиковые. Фирмы Bikehand. За 200 рублей, в принципе, можно брать. Это такой товар, как хлеб, допустим. Человеку нужно в магазин сходить, хлеб купить, он заходит, покупает монтажки и, может быть, посмотрит на другие товары и купит что-то другое. Так, ключи. Вот такие ключики, кстати, мне нужны. Но тут 3.2 и 3.3. Вот 3.2 мне, да, нужен. Ну, я, наверное, рассмотрю варианты такие более популярные среди велосипедных комплектующих, таких как Park Tool, допустим, и так далее. Вот различные смазки мы видим. Чистка дисковых тормозов, допустим. Для цепи есть различные смазки, как спреи, так и просто как масло. И вот для подшипников Golden Elite лубрикант, получается, смазка. Наконечник оплетки. Ага, 40 рублей это за штуку, за одну штуку. Хотя такой наконечник обычно 5 рублей стоит. Так, комплектующие типа велокомпьютера, Bluetooth передатчик скорости для компьютеров BBB. То есть этот датчик, он чисто только для компьютеров BBB, и он под другие компьютеры не идет. В данном случае это не очень выгодное решение, потому что вы можете купить, допустим, на AliExpress полностью велокомп, который, допустим, будет стоить 1004 сейчас, смарт велокомп. Он подсоединяется с помощью GPS-приемников. Вы можете трек записывать и скидывать его в интернет в те сервисы типа Strava. Еще там много различных есть программ типа Garmin там, и так далее. И к этому, получается, треку, который вы пишете на компьютер, смарт-компьютер, вы подключаете любые датчики. То есть на Алиэкспрессе есть различные датчики от 500 там до 1000, до 1500 рублей, тоже такой же направленности. То есть это как датчики скорости, так и каденция, сердечные ритмы есть. Ну и все это записывается на ваш трек, который можно потом скинуть с помощью компьютера в сеть интернет, на ваш ресурс, на вашу страву. Блокировка жесткости для SRAM, то есть монетка для блокировки вилки стоит 4000. Можно только по пальцам пересчитать, кому эта монетка нужна в городе Якутске. Да, так, идем дальше. Сумочки, подножки, насосы. Насосы, кстати, есть разные. Даже фирма Gui. Это такая раньше была популярная фирма среди насосов, потому что она была дешевая. О, кстати, насос высокого давления 6300. Цена, конечно, очень высокая, но хотя бы он тут есть.
Вообще насосы высокого давления, они где-то в пределах 3200. У них цена такая средняя. Также мы видим камеры нестандартного размера и заплатки. Заплатки вы, кстати, видели в других обзорах, они в пределах 200 рублей стоят. 200, иногда 170, 180, а тут у нас 300 рублей. На заднем фоне также мы видим ободную ленту, которая заматывается как изолентой. И стоит это все чудо 2000. Кстати, вот по поводу вот этой ленты для обода, можете купить также хоккейную ленту. Она будет по формату ровно такой же, только стоимость у них будет в 2 раза дешевле. То есть где-то около 1000 вы получаете ровно такой же моток. Правда, стоимость вот этой ободной ленты для хоккея, она все равно как бы тоже завышенная. Но все равно 1000 рублей это дешевле, чем 2000 рублей. Так, шлема. Вот в тандеме шлема были намного поприкольнее. Также по остальному уже мы видим, что тут уже только фейерверки. То есть Новый год, привет и все дела. Если вы проходите мимо этого магазина, можете присесть на эти диванчики. Ну, вот и завершился обзор этого магазина. Вы все видели своими собственными глазами, всю ценовую политику данного магазина. Оставляйте комментарии. Кроме этого, еще непонятен режим работы этого магазина. Он работает каждый день до 6 часов вечера. То есть люди, они в основном до 6 часов вечера работают, и у них есть 1 час, чтобы добраться до каких-то магазинов. То есть магазины работают обычно до 7 либо до 8 часов, а тут он работает каждый день до 6 часов. В субботу у них график укороченный с 10 до 2, и в воскресенье у них получается выходной. То есть работают они очень мало.